Аиша, когда вы делали последнюю прививку? Прошлой осенью от гриппа. Не боитесь прививаться? Нет. Предупредить болезнь и ее осложнения. В первый день недели иммунизации Аиша Бузуртанова прививается от пневмококковой инфекции. Делится, что доверяет врачам и никогда не слушает сомнительных антипрививочников. Решение защититься от риска осложнения пневмонии приняла на семинаре, который медики проводили в преддверии недели иммунизации. В связи с распространением инфекционных заболеваний я решила себя обезопасить и пришла сделать прививку от пневмонии. Единая неделя иммунизации ежегодно проводится в конце апреля во всем мире. По данным ВОЗ, от коклюша, столбняка, дифтерии, краснухи, кори каждый год умирают или становятся инвалидами до 5 миллионов детей. С 22 по 30 апреля в стране пройдут мероприятия, которые призваны подчеркнуть значимость вакцинации. Призываем население. Заблаговременно у нас проходят мероприятия по подготовке к единой неделе иммунизации. Это у нас проходит в школах, садах, медицинские работники, педиатры, медсестры участвуют в родительских собраниях, проводят агитацию населения, призывают их привиться. Главная цель недели иммунизации – донести до населения необходимость проведения вакцинопрофилактики для защиты своего здоровья и профилактики инфекционных заболеваний. Ликвидация оспы в 20 веке, борьба с полиомиелитом, убившим и превратившим в коллег сотни тысяч людей, значительное снижение заболеваемости корью, дифтерией, столбняком, коклюшем, эпидемическим паротитом. История показала, что только благодаря прививкам во всем мире удалось добиться успеха в борьбе с вирусными заболеваниями. Правда, в последние годы в России наблюдаются случаи увеличения управляемых заболеваний. Цель врачей Назрановской больницы – привить в рамках недели иммунизации больше детей и взрослых. Должны почищать все свои долги, то есть тех людей, которых мы своевременно не успели привить по тем или иным причинам, практически всегда это по причине самих пациентов, они либо болеют, либо у них какие-то другие причины появляются. Они своевременно не прививаются. Вот неделя единой иммунизации мы активно работаем. Профилактические прививки осуществляются в рамках национального календаря прививок. Система их проведения обеспечивает развитие иммунитета в самом раннем возрасте в максимально короткие сроки. Календарь предусматривает обязательную вакцинацию против 12 инфекций. В роддоме им делают БЦЖ против туберкулеза и противовирусного гепатита вакцинации. Далее вакцинацию, уже когда они находятся дома, начинается с 3 месяцев. Детей прививают против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша и гемофильной инфекции. Далее через 1,5 месяца проводится вторая вакцинация против этих инфекций. И в 6 месяцев проводится 3-я вакцинация. Иммунизация является одним из величайших достижений науки. При этом остается самым эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с болезнями. В Гамурзеевской амбулатории отметили, что несмотря на формирование неправильного отношения к прививкам, прививающихся в последние годы стало больше как среди детей, так и взрослых. Наличие медучреждений и препараты, доказавшие свою эффективность. Требования к хранению вакцины строго соблюдаются. Хранение вакцины у нас осуществляется строго в холодильниках. Тут градусы от 2 до 8, постоянный контроль. В холодильниках у нас имеются, могу вам показать, что имеются градусники, по которым мы постоянный контроль осуществляем. Также перевозка у нас в термоконтейнерах, которая строго по холодовой цепи у нас контролируется. А также при перевозке мы туда кладем хладоэлементы, чтобы постоянно в одном диапазоне градусов хранилось. Постоянный у нас идет контроль, даже если вдруг отключение света и так далее, и так далее. То есть холодильники у нас работают бесперебойно, так как у нас имеется генератор, который автоматически сразу включается. Вакцина-профилактика в России проводится бесплатно в государственных больницах. Врачи призывают население прививать не только своих детей, но и себя от различных вирусных заболеваний. Против дифтерии и столбняка нужно прививаться каждые 10 лет. Также против других инфекций, если человек вовремя не привился. Допустим, против кори, если они не имеют вакцинации или у них имеется только одна вакцинация, население прививается у нас до 35 лет. Группы риска – это в основном работающее население или хронические заболевания. Против краснухи у нас прививают в возрастном состоянии девушек до 25 лет.
И надо сказать, что вот вакцинация против краснухи девушкам обязательно необходима, потому что в период беременности, если женщина заболеет краснухой, то это чревато, особенно в первый триместр болезни. Ребенок может родиться инвалидом со множественной патологией. Ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты, но 95 из 100 привитых будут защищены от инфекции. А если и заболеют, то болезнь будет протекать гораздо легче, без осложнений, приводящих к инвалидизации. Ни одной медицинской науке человечество не обязано спасением стольких жизней, как вакцинология, заявляют специалисты. Диана Дударова, Султан Магушков, Магаз 24.